Идет полным ходом строительство нового родильного дома. Сейчас здесь устанавливают арматуру для фундамента. Все материалы сертифицированы и на каждом этапе проверяются соответствующими органами. Напомним, капсулу под строительство нового роддома заложили в декабре прошлого года. Арматура российская. Где-то через неделю принимаем первый бетон на ленточный фундамент. В планах через месяц-полтора уже выйти на первый этаж. Сейчас на объекте находится человек 20 монолитной бригады. Как только мы поднимемся на следующий этаж, там уже подключаются все параллельные работы. Кирпичная кладка, сети, штукатурные работы. В планах у нас закончить, по договору у нас 24 месяца, но стараемся закончить пораньше. В Бишкеке продолжается строительство нового корпуса городской детской больницы. На данный момент работы завершены на 70%. Рабочие штукатурят внутренние помещения и заливают цементом полы верхних этажей. В это же время ведутся работы по утеплению и облицовке фасада плиткой. Больница, которая строится в соответствии с международными стандартами, будет функционировать как хирургический корпус. 17 000 квадрат. Все работы идут по графику. На сегодня идут отделочные работы внутри здания. Общая площадь составляет более 17 000 квадратных метров. Также отдельная бригада устанавливает вентиляционные системы. Даст Бог, в конце года планируем сдать объект. До конца года в столице появится новый центр трансплантации и гемодиализа. На сегодняшний день завершено строительство колонн первого этажа. Несколько бригад работают с раннего утра до вечера. Все работы планируют завершить до указанного срока. На сегодня завершаются работы на первом этаже. Буквально через неделю начнем возводить уже второй этаж. Отмечу, что все материалы отвечают современным требованиям, и они проверяются на каждом этапе строительства. По проекту здание будет шестиэтажным, включая подвальные помещения. По данным Минздрава, в ближайшем будущем в юго-восточной части Бишкека хотят построить медицинский городок. На территории предполагается выстроить здание для национального госпиталя, республиканской инфекционной больницы, национального кардиологического центра, центра по лечению туберкулеза, психоневрологического и наркологического центра, а также ряда родильных домов. Ермек Куренкеев, Эльдар Анарбеков, ЛТР Бишкек.